Очень много организаций города и жители приняли участие в формировании содержимого капсулы времени. Там, начиная от образцов продукции наших уфимских предприятий, которые выпускаются на протяжении многих лет, включая медали золотые наших спортсменов республиканских и уфимских. Например, здесь вы можете увидеть рапиру Тимура Сафина и Адрины Загидулиной, фильмы про Уфу, все памятные ролики, фотографии и так далее. Поэтому через 50 лет наши потомки смогут посмотреть, какая Уфа была сейчас. Словно портал во времени, она зафиксирует и перенесет все достижения настоящего в будущее. А Уфе есть чем похвастаться и что оставить потомкам. И сегодня Уфа встречает нас красивой, нарядной, яркой, крепкой, где хорошо работает экономика, где мы строим дома, где мы приводим в порядок все парки. Жила в Инорсе все детство, и никогда не было такой красоты. Сейчас прям приятно выйти с детьми. Все оборудовали очень красиво. Нам нравится здесь гулять. Облагороженный очень хорошо парк, и песок очень хороший здесь. Даже море не надо, мы здесь хотим отдыхать. Сквер «Теплый берег» теперь одна из жемчужин башкирской столицы. Семейное место отдыха, которое одинаково комфортно взрослым и детям. А ведь несколько лет назад находиться здесь было попросту опасно. Территория вокруг популярного места для купания, теплого озера, никогда не благоустраивалась. Большую работу проделали, конечно, надо сказать. Еще, конечно, много работы, но все-таки за 2 года сделать такую работу, это вообще исключительно. Если вам помочь, такой красоту вы Немножко завершим, и вот мы обсуждали, что тогда еще Гастелло надо сделать. И такие точки притяжения, некогда запущенные, а теперь получившие вторую жизнь, появились в каждом районе столицы. Вот, например, Черниковка. Один парк лучше другого. Победы, Первомайский или Нефтехимиков. Знаете, я родилась в 1952 году. И очень часто сюда мы бегали с детьми. Еще в 60-е годы. Но это был довольно-таки темный парк. Потому что здесь было очень много дубов. И такой светлый, как сейчас парк. И такой уютный. И он не был. Каждый городской парк и общественное пространство уникальные. Власти постарались объединить все эти площадки в единую велопешеходную систему, которую назвали Уфимское ожерелье. Его главная суть – закольцевать столицу, пропустив маршрут через самые интересные смотровые локации. Почти 120 километров пути, более 50 объектов, на которые стоит посмотреть. Пешеходная тропа охватывает всю береговую линию столичного полуострова. При этом Уфимское ожерелье не просто маршрут передвижения, это насыщенная событиями площадка. Здесь проводятся соревнования по бегу, лыжным гонкам и велоспорту. Смело можно объявлять, что это историческое событие. Впервые в Уфе проводим такую дисциплину, как маунтинбайк. Имея такие рельефы и не проводить ранее, наверное, просто не было инфраструктуры. А сегодня, в настоящий момент, это возможно. И насколько это сделать безопасно, так как у нас есть такая замечательная тропа, как тропа здоровья Уфимское ожерелье, кольцо, которое будет составлять 70 километров вокруг города. И почему бы не проводить такие дисциплины здесь? Буквально месяц назад к нам в гости приезжал председатель Федерации России по велогонкам. И большие планы у них на Уфу. Они видят, какое сотрудничество между муниципалитетом и велофедерацией происходит. От средневековой крепости до современного мегаполиса. Уфа как срез времен, где памятники деревянного зодчества соседствуют с архитектурой классицизма и модернизма. А теперь в башкирской столице появился еще и монументальный объект, который отсылает к античной эпохе – Дворец борьбы. Это здание не похоже ни на одно спортивное сооружение не то что в республике, но и в целом в стране. Его монументальность и величие подчеркивают эти колонны, которые делают его по-настоящему уникальным в плане архитектуры, напоминая об античности. Ну а стеклянный фасад – это отсылка к современности. Уфа – это город, где чтят традиции и устремляются в будущее.
Дворец борьбы – это словно храм, где будут готовить чемпионов спортивного Олимпа. И такая аллюзия не случайна. Ведь именно в античности борьба получила особое развитие как вид спорта и искусства. Воплощается там мечта Ради Фаритовича, как он сказал, соединить те наши виды спорта борьбы, которые традиционно развивались у нас в стране. Это греко-римская, вольная, дзюдо, самбо и, конечно, национальные виды борьбы, из которых вот наш вид спорта, в частности, и произошел. И то, что здесь будет находиться разные направления, здесь дети будут только обогащаться. Они будут дополнительно получать новую технику. А это значит, преимущество у вас потом будет в будущем. Дворец борьбы – один из ключевых юбилейных объектов к 450-летию Уфы. Инициатором строительства выступил Ради Хабиров, который и сам профессионально занимался греко-римским стилем. Планы построить столь монументальное здание были из 2000-х. Тогда не получилось. Под угрозой судьба объекта была и с началом пандемии. Однако мечту не только главы республики, но и тысяч спортсменов все же реализовали. Этот дворец спорта на самом деле дань уважения нашим тренерам. Те, которые с нами, тех, которых нет уже. Тех людей, которые из нас, мальчишек, лопоухих, худых, тщедушных, делали мужчин. Этот дворец спорта – дань уважения великим спортсменам, с благодарностью за то, что они защищали знамена нашей великой страны, сперва Советского Союза, сейчас Российской Федерации, и являются примером для тысяч мальчишек. И у меня, если можно так сказать, на душе птички, когда я вижу вот мальчишек здесь, совсем маленьких, и которые, я знаю, придут в этот дворец борьбы и выйдут отсюда настоящими мужчинами. Не только физически крепкими, а самое главное, с правильными представлениями о том, что такое мужчина, как должен себя вести мужчина и как мужчина прожить должен свою жизнь. 5 залов, 18 ковров, почти 3500 зрителей, которые смогут наблюдать за ходом состязаний в современном Колизее. А еще гостиница, медико-восстановительный центр, спа-комплекс и бассейн. Кузница будущих чемпионов. Это одна из лучших в мире площадок вообще в профессиональном плане. И огромные слова благодарности. И дай Бог, чтобы здесь состоялись не только олимпийские чемпионы, но и люди, которые понимают, что такое ответственность, что такое формирование в себе достойного сына земли, на которой ты живешь. Прилегающая территория как отдельный вид искусства. Скульптурный ансамбль уже стал полюбившимся местом для любителей фотографировать. Эта композиция – символ настоящей спортивной дружбы. Здесь представители 5 видов единоборств демонстрируют коронные броски именно для их вида спорта. Профессионалы без труда смогут узнать среди атлетов, дзюдоистов, самбистов, представителей борьбы на поясах, а также греко-римского и вольного стилей. А вот площадка перед театром кукол после реконструкции словно окунает тех, кто пришел сюда, в сказочную атмосферу. Здесь в миниатюре представили кукольные копии знаменитых зданий. Например, замок в Крыму «Ласточкино гнездо» или московский храм Василия Блаженного. Некогда серый и безликий сквер заиграл новыми красками. Это аллея с большими традициями, потому что она была построена еще в 1980 году как деревянный городок. И, конечно же, это место оно притягивало не одно поколение уфимцев, очень много детей. И когда возник вопрос о ее реконструкции, модернизации, развивая традиции вот этого места, аллея превращается уже в некое образовательное, культурное пространство, своего рода музей под открытым небом. Здесь мы видим 12 миниатюр, которые знакомят нас с важными событиями из истории страны. Видите, у нас теперь появились слои. На этом слое, допустим, у нас микрофоны идут. Вот видите, подписаны актеры здесь. Мастер Майер, Щелкунчик. Так, вот здесь вот как раз-таки мы выбираем канал. Практически все стало круче. Сейчас все цифровое. Это позволит автоматизировать весь процесс. Все можно будет делать за счет автоматики, программно прописывать. Если мышки были пчелами, то они бы ни за что бы не подумали так высоко строить дом.
Витятек! А еще Уфа стала городом, где восстановили забытые имена. Вернее, не то чтобы забытые. Власти напомнили, какие выдающиеся личности имели тесную связь с башкирской столицей. В Уфе родился один из самых популярных и читаемых русских писателей-эмигрантов конца 20 века Сергей Довлатов. Дом, в котором он жил вместе со своими родителями, расписали цитатами из его выступлений и рассказов. Это называется ситуативный стрит-арт, то есть стрит-арт, сделанный именно под какую-то конкретную локацию. И тут я обыграл именно городские вот эти вот особенности, как окна, кондиционеры. И я такие вещи сразу как-то замечаю. Мне это очень нравится, вот так вот придавать жизни дворам. А здесь, я думаю, два персонажа, кто это может быть? Конечно, Довлатов и Бродский. Довлатов считал Бродского своим литературным кумиром, и они очень здорово дружили. И судьбы у них, конечно, похожие немного. Кто же только родился в Уфе, тем не менее в Уфу наезжает и так далее. И сейчас, я думаю, был бы Довлатов, то же самое было бы. Потому что если человек родился, это человек наш человек. Я говорю неспроста, на всех госучреждениях написано «Даулет Довлатов». Именно в башкирской столице начинал свой творческий путь один из величайших представителей русской оперной школы Федор Шаляпин. В честь первого народного артиста РСФСР в Уфе открыли одноименный музей. Мы рады приветствовать вас в новом Уфимском музее музыки имени Федора Ивановича Шаляпина. Именно здесь мы будем встречать всех своих гостей. Наши научные сотрудники будут начинать свои экскурсии. Ну а также наших гостей здесь будет встречать образ Федора Ивановича Шаляпина. Пожалуйста, посмотрите вот сюда. Как говорил герой нашего музея Федор Иванович Шаляпин, музыка – это голос души мира. Откройте свою душу музыке, и она изменит вашу Когда он будет блестеть, это будет еще лучше. Слушай, вот так вот сложится. Смотри. Его перстень натирает, и он будет блестеть, на самом деле блестеть. Своему стыду не знал, что начало творческого пути Федора Ивановича начиналось именно в Уфе. И Уфа вообще дала миру огромное количество величайших художников, таких как и Рудольф Нуриев, конечно же, и многих других. Но Шаляпин, это я поражен, с каким вкусом сделан этот музей. Уфа, конечно, это уникальный город. За эти дни я в очередной раз убеждаюсь, что это место, как говорят сейчас, силы, удивительной теплоты и, конечно же, той культурной составляющей, той базы, которая здесь была заложена. Это все чувствуется в каждой минуте, проведенной на сцене. По соседству музей полярников имени Валериана Альбанова. Покоритель Арктики был одним из двух выживших участников экспедиции, которая первой под российским флагом должна была пройти Северный морской путь в 1912 году. История легла в основу приключенческого романа «Два капитана», в которой уроженец Уфы Валериан Альбанов стал прототипом героя книги. Когда в 2012 году, в октябре, корабль был оторван от полуострова Ямал, его понесло сальдинами, то вот с этого момента вся информация о судне она прервалась, связь прервалась, и таким образом бортовой журнал с корабля Альбанов сумел принести на Большую Землю и затем передать в гидрологическое управление. И на основе этих записей бортового журнала были сделаны многие научные открытия. Можно сказать, все вот эти вот воспоминания, наблюдения дословно перенесены в одну из глав. Да, в какой-то степени. Бороться, искать, найти и не сдаваться. Пожалуй, одним из самых заметных подарков в транспортной сфере стал «Восточный выезд». Проект, старт которому дали еще в 1992 году, заморозили спустя 12 лет. Он так и мог остаться на карте долгостроев, однако в 2019 году работы на объекте вновь возобновили. И вот в год столичного юбилея для автомобилей загорелся зеленый свет. Качество, такое же, как и в Питере и в Москве.
А сейчас я в любую точку очень быстро доезжаю. Раньше через объездную ездили. Да, либо через Шакшу. Там ехать минут 50, а здесь 30 минут где-то. Важно понимать, что это не завершение работы. Мы сейчас, получается, М5 соединили с проспектом Салавата Юлаева, что уже хорошо. То есть можно отсюда сразу напрямую заезжать на проспект Салавата Юлаева, выезжать. Но идея более дальше идет, и мы уже этим занимаемся, проектируем, снос осуществляем, соединить уже эту дорогу с улицы Галли и выйти сразу на трассу М7. Представляете, то есть можно с М5 заехать и выйти через буквально там какие-то десятки минут, выйти сразу на М7. Восточный выезд – это не только самый протяженный в регионе тоннель, но и мостовой переход с эстакадой. Ежедневный трафик на участке в среднем составляет 15 тысяч машин, что значительно разгружает другие пути, ведущие в город. Проект открывает перспективы для развития в Зоофимье, а это строительство нового жилья и укрепление социально-экономических процессов как в столице, так и во всей республике. А вот с открытием этого объекта огромный шаг вперед сделала медицина региона. В начале года в Уфе заработал Центр детской онкологии и гематологии. В его копилке уже очень значимое достижение. Первое в Башкортостане – трансплантация костного мозга. Ее провели маленькой Алисе. Мы, конечно, видим, что медицинская помощь в республике приближается к населению. Это касается учреждений первичного звена. Это касается и высокотехнологичных центров оказания помощи и детям, и взрослому населению. И сегодняшний объект, который подготовлен уже к сдаче, введен в эксплуатацию, он является ярким примером того, как современные технологии приближаются к населению Республики Башкортостан и конкретно к детям. Раньше, чтобы делать такие операции, родителям с маленькими детьми приходилось уезжать в федеральные центры. Теперь многие процедуры можно делать, не выезжая в другие регионы. Здесь созданы все условия. В медучреждении есть единственное на всю республику криохранилище стволовых клеток. Храним мы это для того, что ребенок, который идет на химиотерапию, в момент, когда у него есть благополучный период, заготавливает собственные клетки, стволовые клетки. И мы их храним. Храним в тот период, пока он проходит блоки химиотерапии. Когда наступает период аплазии клеток всех, и ребенку требуется как раз переливание стволовых клеток, так называемую трансплантацию произвести, мы можем ее взять, хранящийся здесь материал, и ему произвести трансплантацию. Новый центр может вместить одновременно 92 маленьких пациентов не только из Башкортостана, но и соседних регионов. Причем для родителей в палатах стоят отдельные кровати. По отметкам экспертов, это лучший центр в стране, который был запланирован в рамках госпрограммы детства. Уфа – это город, основанный между двух рек. И именно через реку времени власти в ходе масштабных торжеств показали то, как проходило становление и развитие башкирской столицы. Поздравления, а также признания в любви звучали со всех концертных площадок. Я татарин, я чеченец, я башкир, я всей страны народ, и мы все вместе русский мир. Я думаю, что Уфа – это город как минимум творческого, и творческого, спортивного, ну еще много других настроений я бы назвал. Город, где сбываются мечты. Первые гастроли были в Башкортостане, в Уфе. Это было почти что 25 лет назад. Уфа в моем сердце. Отношения самые теплые, самые замечательные. Я всегда безумно счастлива приезжать сюда. Это моя вторая родина. Каждый раз, выходя на сцену в Уфе, я ощущаю себя как ученик на экзамене. Какое счастье праздновать сегодня юбилей любимой Уфы вместе с вами, с каждым из вас. Хочу сказать, чтобы в этой суете и в этой гонке вы не забывали останавливаться, смотреть, какой у вас красивый город, какие красивые вы. С днем рождения, Уфа! Уфа – столица Башкирской автономной Советской Социалистической Республики. 30 лет назад Уфа была городом тюрем, кабаков, мещанских лачуг, в котором башкир был инородцем. Теперь Уфа стала городом театров и вузов, школ и дворцов, культуры и науки. Слушайте нас, уфимцы нового 21 века.
К вам обращаются молодые строители коммунизма, наследники героических, благородных свершений старших братьев и отцов. Мы родились в замечательную пору. Нам посчастливилось услышать позывные первого в мире искусственного спутника Земли, увидеть радостную улыбку первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Мы уверены в том, что передаем эстафету в надежные руки. Вы достойно пронесете ее дальше, развивая в себе лучшие качества гражданина страны Советов: целеустремленность, дерзновенность, патриотизм, верность делу партии, народа. Мы не сомневаемся в том, что вам по плечу самые масштабные, самые грандиозные дела. Мы завещаем вам благополучие нашего города, республики, Родины. Такое послание ровно 50 лет назад жителям современной Уфы оставили предшественники. Сейчас текст кажется наивным и забавным. Впрочем, такая же реакция может быть и на наставление, которое нынешние власти заложили в новую капсулу времени. Ее потомки откроют также по прошествии полувека. Возможно, кто-то из участников нынешней церемонии будет присутствовать и на следующей. И он расскажет, чем жило и как доблестно трудилось наше поколение ради блага потомков и будущего своей страны. Я вот про себя могу сказать, когда мальчишкой отец меня привозил в Уфу, я всегда, когда подъезжали к Бельскому мосту, всегда с нетерпением ждал, когда я увижу памятник Салавату Юлаеву. Наверное, многие испытывали эти чувства, потому что мы понимали, вот мы въезжаем в столицу нашей республики. В этот юбилейный день, в эти юбилейные дни собрались для того, чтобы поблагодарить этот город, сказать ему спасибо, что он у нас есть в нашей жизни, в наших душах, в нашем сердце, с которым связаны самые яркие события нашей жизни –